Многие об этом авто слышали и читали, но автопортал протестировал уникальный электрокар Tesla Model S на украинских дорогах. Эта модель выпускается в Америке, на которую и припадает 80% продаж электромобилей Tesla. Но американская компания активно расширяет географию. Model S – самая распространенная модель, представляющая собой пятидверный лифтбэк. Существует несколько версий автомобиля. Две с электродвигателями на 65 и 85 киловатт, 302 и 362 лошадиные силы. Третья тоже на 85 киловатт, но мощностью 416 электрических лошадей. Она может набирать сотню за 4,2 секунды. Нам на тест попала базовая модель. А какой реальный запас хода? В этой версии реальный запас хода 300 километров. Он действительно такой. В других версиях может быть до 450, даже 500 километров можно проехать на одном заряде. А разгон до сотни везде одинаковый или нет? Здесь как бы считается разгон самый слабый, здесь 6 секунд до сотни. Самое быстрое в районе 4 секунд, меньше даже за 3,9 ее разгоняли. Но это очень быстро для автомобиля, который весит 200, и ничто не может сравниться. Передать ощущение от разгона на Tesla все равно, что объяснить трехлетнему ребенку, откуда берутся дети. Никаких переключений передач, задержек и шума двигателя. Только ураганная динамика. Кажется, будто разгон занимает не 6, а максимум 4-5 секунд. Отпускаешь газ, машина будто переходит на несколько виртуальных ступеней вниз, тормозя двигателем. В общем, представьте автосимулятор, который может имитировать чувство разгона. Дополняет ощущение компьютерной игры 12-дюймовый водительский дисплей и 17-дюймовый экран посередине торпеда. У многих телевизоры на кухне меньше. А давай поговорим об этом, потому что мне, честно говоря, непонятно, эта камера заднего вида работает всегда или нет? Да, камера заднего вида работает всегда. Есть при пожелании, можно поменять, например, местами. Можно одно изображение увеличить, но будет на весь экран. Можно его уменьшить, как бы, и снова поменять местами, и тогда как бы верхнее изображение всегда можно поменять, например, на веб-браузер можно поменять. Можно на телефон, энергия, и тоже можно соотношение медиа. Здесь очень хороший звук. Сейчас работает интернет-радио, кажется, должно работать. Да, есть еще одна такая хорошая функция. Звук, ну, если ее включить, можно, возможно, что-то мы пощадили. То есть можно перемещать звук по салону. Да. Вот такая функция. Можно я так понимаю, интернет работает даже сейчас? Да, интернет работает сейчас полностью. Вот сайт Tesla. Конечно, есть свои недостатки. Главный недостаток, что нету закладок в браузере. Но да. Но когда вы кому-то будете рассказывать, что у вас браузер в автомобиле не очень хороший, вас все равно вряд ли кто-то с пониманием. Все работает, все. Ну, как бы оно. А расскажи, пожалуйста, у вас есть свой сайт, я так понимаю? Да, да. Давай на него зайдем. Tesla Motors Lviv. Мы считаем, что можно гордиться этим сайтом, потому что все достаточно красиво сделали и очень информативно. У нас работают все, например, ссылки. Можно, например, нажать на салон, и оно показывает сразу на салон. Здесь не работает YouTube. Вот один минус, флеш не работает пока что. Идея родилась потому, что мы считали нужным, что хочется приобщиться к чему-то такому, что поменяет мир. И мы полностью считаем, что Tesla — это компания, которая действительно сейчас меняет мир к лучшему. Это можно сравнить с переходом с лошадей на автомобили, с автомобилей на электромобили.
У Tesla вместо ключа моделька машины с 3 кнопками. Она позволяет открывать двери, ручки магическим образом выдвигаются, и перед вами царство современной роскоши. Надо сказать, весьма непривычное царство. Ведь ни тебе центрального тоннеля, ни кнопок, да и сзади тоже ровный пол. Если представить себе iPhone на колесах, то он выглядит именно так. Минимализм, стильность и функциональность. Внутри светло и просторно, регулировки всего и вся электрические. С помощью того же ключа открывается доступ в багажник. Он поражает вместительностью. А еще в качестве опции здесь могут быть размещены 2 дополнительных сиденья для детей. Не поверите, но даже крышка капота и та открывается с брелока. Вот открываем капот. У нас есть такое слово кабажник. Что это? Это еще один большой вместительности, в принципе, капот. Как вы видите, здесь можно увидеть только одно место, это склоочиститель, который иногда нужно пополнять. Честно говоря, я не знаю, что они туда заливают и какой большой бак, но мы еще не заливали с момента покупки автомобиля туда жидкость. Она все время есть. Возможно, вот тут весь бачок. Возможно, она где-то делается там, с пеной совсем она есть. Это очень интересно. Я не могу дождаться, когда она закончится, чтобы знать, когда это случится. А какие еще жидкости помимо омывателя? При использовании больше ничего не нужно. В автомобиле есть еще охладительная жидкость и тормозная жидкость, но они все спрятаны, и на опционном сервисе раз в 50 тысяч километров, кажется, их нужно просто уровень проверять. Вот и все. Благодаря сверхнизкому центру тяжести и весу 2 тонны, даже на наших дорогах машина едет уверенно и плавно. Определенная жесткость присутствует, но явно не в ущерб комфорту. По управляемости Tesla Model S вряд ли может вызвать претензии даже у любителей спорткаров. Что касается стоимости и запаса хода, все зависит от версии. Ну и таможенной очистки в Украине. А как ты думаешь насчет перспектив в Украине? Я думаю, все-таки на законодательном уровне это будет не скоро урегулировано, но тем не менее... Даже сейчас, при том, что мы знаем, в какой мы стране живем и жили, новый автомобиль растаможить, поставить на регистрацию стоит около 35%. 35-36% зависит. Если взять такой же автомобиль такого же класса, это будет около 60%. Если автомобиль с ДВС. Даже 36% это не такая уж большая сумма, чтобы полностью заплатить государству все налоги. Несколько слов об органах управления. Рукоятка переключения передач точь-в-точь, как у Мерседеса. Управление стеклоочистителями и включение поворотов вынесены на один рычажок. Очень непривычно, поэтому в дождь я часто включал повороты вместо дворников. И наоборот. В общем и целом, Tesla Model S фантастический и экзотический для Украины автомобиль. Плюс ко всему экологически безвредный и экономически выгодный. Впрочем, как и другие электромобили, покупку которых в нашей стране никто и никогда не стимулировал. Хотя в марте в Верховной Раде представили законопроект об отмене пошлин на электрокары. Надеемся, однажды это произойдет.